О тарифах ЖКХ, помощи СВО и в целом о планах на 2026 год поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья, товарищи, с прошедшим Новым годом и с наступившим Старым Новым годом, как говорится. Ильгам Илюсович, как прошли новогодние каникулы? Удалось ли пообщаться с людьми? Может быть, прием граждан был все же? Ну, новогодние каникулы, могу сказать, у нас всегда проходят плодотворно, потому что мы, депутаты, возвращаемся в те регионы, откуда избирались, и там нас ждут наши избиратели, как говорится. Да? Может быть, 31 и 1 получилось отдохнуть, а остальные дни мы практически работали с нашими избирателями, которые нас делегировали, чтобы мы защищали их интересы. Да, много вопросов возникает, особенно вопросы возникают в последнее время по тарифам ЖКХ. Потому что тарифы поднимаются без оснований, я думаю. Все-таки тарифный комитет должны по минимуму работать, не по потолку, как говорится, где тарифы с 12% и где 16%, хотя бы какую-то середину должны они выбрать все и обосновать людям, самое главное. Многие ведь вопросы возникают из-за того, что люди не понимают, почему так тарифы поднимаются, как на дрожжах. Как вот вы заметили, наверное, цены на бензин растут, то же самое. А когда цены на бензин растут, это идет последовательно на продукты питания и так далее и тому подобное. Поэтому, прежде чем до повышения цен, надо общаться с населением. Я так думаю, чтобы потом не возникали неудобные вопросы. Понимаю, что тарифы на ЖКХ растут, потому что у нас коммунальные сети старые, надо их обновлять, конечно, надо двигаться вперед. Поэтому и тарифы растут, я так думаю. Ну и энергоносители тоже в том числе, потому что в основном тарифы состоят из энергоносителей. Газ, который подается в котельные, и транспортируется это тепло в наши дома. И чтобы качественно все это работало, ну, нужно, конечно, обновлять постоянно. Ну вот именно поэтому и повышаются тарифы. Повышается, да. Ну, какие-то можно все-таки рычаги давление найти, то есть, наверное, антимонопольная служба все-таки в основном должна работать и обосновывать вот эти цены. Может, есть картельный сговор, надо это все проверять. Если есть возможность остаться в середине, не по потолку работать, да, то надо этим инструментом воспользоваться. Не так вот сразу поднять там по потолку, да, а где-то, может быть, можно было в середине остаться. И населению надо объяснить это заранее. Почему мы так делаем? На примере даже показать. Вот так, я думаю, лучше было бы. Ильгам Илюсович, если говорить об организации помощи СВО, я знаю, что вы уже один автомобиль отправили, да, УАЗик, если не ошибаюсь, готовится к отправке второй. Что еще делается? Ну, сейчас наша фракция готовит еще один автомобиль. Мы туда, в автомобиль, конечно, погрузим и генераторы, маскировочные сети, запасные колеса. Ну, и много чего-то вот как бы наши коммунисты принесут. Мы это все загрузим, ждем, когда у нас грузовая машина будет готова. И прямо уже из рук в руки передаем. Наши солдаты ждут. Почти мы каждый день с ними на связи. Я думаю, все-таки это мы вовремя подвезем это все. И, конечно же, обратную связь тоже получим. Ну, пусть не так много, но, по крайней мере, знаем, что наши солдаты будут пользоваться этими нашими инструментами, нашей машиной, нашими генераторами, нашими маскировочными сетями. Если говорить о планах на 2026 год, то вот в январе ожидается 21 21 января – это день смерти Владимира Ильича Ленина. Мы повсеместно этот вопрос поднимали и будем поднимать. То есть будут люди, наши коммунисты и сторонники будут вспоминать это все, возлагать цветы, пройдут такие вот мероприятия. Конечно же, мы во всю мощь готовимся к выборам в Государственную Думу. То есть на сегодняшний день у нас уже укомплектованные территориальные избирательные комиссии, подготовлен резерв в УИКе.
Также после того, как мы укомплектуем все вот эти вот избирательные участки, участковые комиссии в полном объеме будут наш резерв, и начнем их обучать. Потому что сейчас где-то, ну, наверное, 50% пришли новые люди, которые, их надо обязательно обучить. Все, чтобы наши проценты, наши голоса сохранить, все-таки надо, чтобы этим занимались профессионалы. То есть хотите сказать, что сейчас партия КПРФ такое очень большое обновление? Ну, 50% в УИКах поменялись. И в ТИКах, ну, 30%, наверное, в территориальных избирательных комиссиях поменялись. Люди пришли молодые в основном. Мне очень радует, что идет омоложение. Все-таки у молодежи появился здоровый интерес. Как бы, ну, у нас же не все люди-то должны в Единую Россию идти. Все-таки оппозиционные настрои тоже есть у нас людей. Конструктивно имеется в виду. Вот, и когда будет конструктивная оппозиция, я думаю, в стране будет порядок все-таки. Ильгам Алюсович, если говорить о выборах, то предстоят выборы в Горсовет. В Горсовет Уфы, да, ну там то же самое идет, то есть избирательные участки, наблюдатели. Сейчас у нас пройдут мероприятия, конференции, где первичные организации будут своих кандидатов предоставлять, и на конференции мы уже будем выдвигать наших достойных кандидатов в депутаты Госдумы и Горсовет Уфы. Потому что все-таки первичная партийная организация всегда выходила с инициативой. Им виднее, кого вот двигать, и эта же первичная организация будет и работать на этого кандидата. Вот мы всегда так делали и будем делать. Когда планируется конференция? Конференция планируется где-то в начале, наверное, июня. Мы к этому времени уже все скомпонуем. Предварительно выберем, за кого мы будем работать. Конечно, и мы консультируемся и ЦК, над Центральным комитетом. Вот. Достойные кандидаты у нас будут, как говорится-то. Ильгам Алюсович, это что касалось выборов. Что касается инициатив, с какими проектами готовы выступить? Ну, вот на сегодняшний день у нас, конечно, инициатива, да, сдержать цены на ГСМ. Приближается посевная кампания. Посевная кампания. Если мы не сдержим цены на ГСМ, то у нас могут не выйти наши фермеры работать практически, если не будут у них средств на ГСМ. Либо им правительство должно субсидировать вот это вот как бы вершки, которые выше, да, ведь, чтобы они вышли. Потом по поводу семян надо подумать, да, ведь уже у нас семяобороты практически не везде это есть. По поводу удобрений. Самое главное, чтобы наши фермеры вышли во время посевной кампании, хорошо отработали это все, и мы готовились к уборочной кампании. Вот это один из главных моментов, да, накормить свой народ. Когда у нас продукты питания будут свои, которые, и мы не будем бояться, что нам цены задерут уже. То есть, конечно, в идеале госзакупки бы делать, да, ведь на основные продукты питания, чтобы у нас закорма были. Того же хлеба, той же картошки, ну, даже того же мяса. Вот как это в советское время было, госрезерв был, да. Если бы было бы у нас все это, то мы бы не боялись поднятия цен. Также надо реанимировать программу «Продукты Башкортостана», магазины пошаговой доступности, чтобы человек из дома даже в тапочках, в халате мог пойти и купить хлеб, молоко, соль рядом возле маленького магазина. Не идти в сетевые компании, которые, во-первых, самостоятельно уже почти, наверное, живут. Да, ведь мы смотрим цены в один день. Одна цена была, в другой день, а с ними конкурировать практически не могут. Мы двух зайцев убьем. Во-первых, своих предпринимателей поддержим. Во-вторых, дешевле продукты будут. Это 100%. Ведь картошку местный производитель не накрутит, как на египетскую картошку. Не так, что ли? Здесь спорный вопрос, потому что большинство все-таки не побежит в халате и в тапочках, а закажут доставку. Не, ну это конечно, если от этого пойти, это молодежь.
сейчас так делает. Ну, я иногда и сам тоже пытаюсь так делать, да, но и делаю то же самое. Но я думаю, как бы помягче сказать, это неправильно. Почему? Но все-таки физическую нагрузку надо организму-то делать-то. Если будешь на диване все время заказывать, да, то мы можем докатиться не зная до чего. Это же все-таки выйти на улицу, свежий воздух, пойти в свой магазин, где написано «Продукты Башкортостана», зайти и купить свои продукты. Это вот есть патриотизм. Поддержать своего производителя. Я думаю, что среди наших телезрителей найдутся те, кто готов поддержать своего производителя, но если будет доставка до дома. И это же практически сейчас организовано. Сейчас доставка до дома без вопросов. Я говорю, в основном этим пользуется молодежь наша. Не только уже. Старое поколение. Ну, я вот на практике знаю, есть выбор. А когда ты закажешь, выбора-то нету. Тебе привезут и навяжут это все. И волей-неволей придется тебе купить это. Ильгам Илюсович, интересно, у вас логика, конечно, но имеет место быть, с этим не поспорю. Еще есть что добавить по планам на 2026, очень коротко? Ну, 2026 год будет не менее насыщенным. У нас мы приняли бюджет, да, понятно, с дефицитом, но мы этот дефицит перекроем. Вот одна из главных задач, еще раз подчеркиваю, специальная военная операция. Вторая задача — поднять зарплату учителям. Отток учителей идет. Как бы не говорили, но отток учителей идет. Я на практике даже посмотрел. У нас некоторые учителя приехали с Таджикистана, которые там работали, и увезли с собой 3 учителей. Они же вот по цепной реакции будут увозить. Поэтому вот эти моменты надо посмотреть. И проблемы могут у нас возникнуть с лекарствами. Вот этот тоже момент надо посмотреть. Да, перестраховаться, потому что онкологические больные, они не будут спрашивать, есть лекарство или нет. Им надо сегодня и сейчас. Вот это одни из главных моментов. Да, и наши дети, конечно. Дети, надо подготовиться к летнему сезону, отремонтировать, посмотреть эти летние лагеря, чтобы наши дети с удовольствием поехали туда отдыхать. Не сидели дома. И, конечно же, надо наших детей учить труду. Потихонечку, там, чтобы они поближе к земле были, чтобы каждый человек мог прокормить себя. Посадить картошку, морковку, лук там, и так далее и тому подобное. Тогда, я думаю, мы переживем все невзгоды, особенно специальную военную операцию. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Это была программа «Интервью». Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, отвечал на наши вопросы. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.